Глава 12. Свет и тени теории этногенеза. Эпиграф. Греки обнаружили куда большее число людей, на себя не похожих, и назвали их этносы. Это слово означает «порода». Вне этноса нет ни одного человека на земле. И каждый, я сейчас цитирую собственную книгу, на вопрос «кто ты?» ответит «русский», «француз», «перс», «масаи» и так далее, не задумавшись ни на минуту. Лев Гумилев. Написать этот кусок было труднее всего. Чтобы получилось убедительное, надо верить в теорию этногенеза безоговорочно. А этого нет. Помню, как часто мы сидели с Л.Н. на защитах дипломов и тихо беседовали. Если был его подзащитный, какой-нибудь энтузиаст, как будто посвященный в некое таинство с придыханием, выговаривающий такие слова, как пассионарность, надлом, то Л.Н. умиленно слушал, идеи становились материальной силой. Если не его и не мой дипломант, то мы перешептывались за науку. Удивительно, но он никогда на меня не обижался, хотя именно во время таких неторопливых бесед я иногда подкалывал его. И касалось это обычно этногенеза. Мои вопросы состояли в следующем. Можно ли предсказать примерное время, место будущего взрыва? Можно ли видеть хотя бы проекцию будущего шрама на теле Земли? Когда Л.Н. признавался, что нет, тогда следовал финальный, так сказать, удар по концепции. Если нет даже выхода на прогноз, то какова же тогда значимость этой концепции? Я говорил, конечно, гораздо мягче, а здесь передаю самую суть. Он почему-то не обижался, а терпеливо пытался разъяснять мне, почему так и почему не может быть иначе. Хорошее было время. Глава 12. Первая. Этногенез. Шанхайский вариант. Эпиграф. Надо заново перечитать и Сергея Михайловича Широкогорова, обосновавшего первую общую концепцию этноса, и труды теоретиков культурно-исторической школы Фридриха Ратцеля, Николая Яковлевича Данилевского, Константина Николаевича Леонтьева, Освальда Шпенглера. Лев Гумилев. Перечитать Л.Н. пришлось многое. Но почему-то в этногенезе, первому из ученых, который был упомянут, Широкогорову, уделена от силы пара страниц. Одна-две похвалы, легкая критика, импульсы от соседей, которые показались Л.Н. вариантом концепции Тойнби, вызов-ответ, и кисловатое резюме. Все-таки книга Широкогорова для своего времени была шагом вперед. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград. 1990 год. Страница 71. Конец примечания. Гораздо резче Л.Н. сказал о ней в автореферате докторской. Попытка создать научную дефиницию успеха не имела. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Автореферат докторской диссертации. ЛГУ. 1973 год. Страница 5. Конец примечания. Между тем, мне кажется, шанхайский автор заслуживал куда большего, а его книга «Этнос» читается с огромным интересом даже сейчас. Примечание. Широкогоров. Этнос. Шанхай. 1923 год. Конец примечания. Почему она вышла в Шанхае, не знаю. Но в предисловии говорится, что это исследование было написано в условиях наименее благоприятных для научной работы. Примечание. Широкогоров. Этнос. Шанхай. 1923 год. Страница 3. Конец примечания.
Безусловно, это означало рождение труда в эмиграции. Поиски биографических данных о Широкогорове в зарубежных библиотеках пока ничего не дали. По-видимому, «Этнос» – единственная, что называется, русскоязычная книга Широкогорова. Остальные написаны им по-английски и вышли в Пекине и Шанхае примерно в эти же годы. Их переиздало в 70-х годах одно нью-йоркское издательство. Кажется, впервые в русской литературе автор попытался раскрыть понятие «этнос». Если верить специалистам, то впервые оно было применено в начале XX века профессором Могилянским в работе «Этнография и ее задачи». Примечание. Крюков. Мы, вы, они. Знание, сила. 1985 год, номер 3, страница 33. Конец примечания. Широкогоров говорил о ритмике. Этнос, по его мнению, является формой, в которой происходит процесс создания, развития и смерти элементов, дающих возможность человечеству как виду существовать. Примечание. Широкогоров. Этнос. Шанхай, 1923 год. Страницы 28-88. Конец примечания. Чем не циклы по Гумилеву? Я не намекаю на заимствование. Идеи всегда носятся в воздухе. Интересно и довольно жесткое разделение Широкогоровым этнография и этнология. Примечание. Если руководствоваться географическим энциклопедическим словарем Москва, 1988 год, то этнография и этнология – синонимы, что вряд ли верно. Конец примечания. Первая скатилась к народоописанию. Автор приводит любопытные и остроумные примеры. Так, этнографию он описывает следующим образом. До сих пор по торжественным случаям в Сорбонне в Париже профессора появляются в мантиях, а немецкий бурж должен иметь порезанную на дуэлях физиономию, и русский студент должен быть нечесан, обязательно груб в обращении и либерален. Вот это и есть наша этнография, которую мы любим, понимаем и без которой жить не можем в наших университетах. Примечание. Широкогоров. Этнос. Шанхай, 1923 год, страница 20. Конец примечания. Этнология, согласно Широкогорову, молодая наука и венец знания о человеке. Она объединяет три науки – антропологию, этнографию и языкознание. Примечание. Широкогоров. Этнос. Шанхай, 1923 год, страница 33. Конец примечания. Мы ищем не столько параллелей с Львом Гумилевым и другими, сколько отличий от его концепции этногенеза. Мне кажется, что у Широкогорова это свое понимание этноса. Он пишет: этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексов обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традиций и отличающих его от таковых других групп. Примечание. Широкогоров. Этнос. Шанхай, 1923 год, страница 13. Конец примечания. Широкогоров, по-видимому, считал, что этнос не биологическое понятие. В одном месте он пишет, что социальные единицы образуют этнос, а в другом, что новая форма приспособления этноса – социальная организация. Примечание. Широкогоров. Этнос. Шанхай, 1923 год. Страницы 76-124. Конец примечания. Если этнос состоит из социальных единиц, то не может же он трактоваться как чисто биологическое явление.
Почему этого, может быть, самого важного для конструирования его концепции этногенеза, не уловил Л.Н., совершенно непонятно. У так называемого шанхайского автора есть и другие находки, побуждающие к раздумью. Например, такая. Каждый жизнеспособный этнос должен иметь специальный орган самозащиты и нападения, и этим органом в дифференцированном этносе является армия, в недифференцированном – все население, способное носить оружие. Примечание. Широкогоров, этнос, Шанхай, 1923 год, страница 119. Конец примечания. Видимо, примером могла бы служить империя Чингисхана. Еще сильнее и, может быть, актуальнее звучит следующее его утверждение. Развитие антимилитаристских идей порождается обычно гибнущими этносами. Примечание. Широкогоров, этнос, Шанхай, 1923 год, страница 121. Конец примечания. Глава 12. Второе. Самое трудное – определить понятие. Эпиграфы. Пожалуй, тут приоритет мой. Тут я не чужие мысли буду излагать, а свои собственные, потому что я проверил, как люди определяют этнические целостности. Лев Гумилев. Отличительной чертой этноса является деление мира надвое – мы и не мы, или все остальные. Лев Гумилев. Определение этноса через противопоставление несложно. Как признавал и Л.Н., здесь в качестве критерия выступает ощущение. Но если для обыденной жизни этого достаточно, то для понимания мало. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год, страница 22. Конец примечания. Что же надо сделать для понимания? Очевидно, определить этнос не через какое-то ощущение отрицания, мы не они, а по неким, так сказать, позитивным критериям. Простое перенесение признаков нации на этнос, единство языка, территории, экономической жизни и психического склада не срабатывает. Хотя такой простенький подход и не исчез. Основным условием возникновения этноса является общность территории, языка и культуры, читаем мы в географическом энциклопедическом словаре. Примечание. Географический энциклопедический словарь. Москва. 1988 год. Страница 351. Конец примечания. Но верен ли он? Язык. Л.Н. многократно показал, что этнос не обязательно объединен языком. Французы – этнос, говорящий на 4 языках. Французском, провансальском, бретонском и гасконском. Жанна Дарк вообще произносила свою фамилию с немецким акцентом Тарк. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год, страница 22. Конец примечания. Но попытки что-то изменить с языком, с письменностью, сверху болезненны и безуспешны. В 1946-1948 году американские интеллектуалы пытались перевести письменность побежденной Японии с иероглифов на латинский алфавит. Ничего не получилось. Этнос не обязательно скрепляет и общая религия. Романо-германская католическая Европа еще в XIII веке объявила своим противникам православные страны – Византию, Болгарию и Россию. Хотя и тут, и там вера была одна, но суперэтносы разные. Чтобы оправдать 4-й крестовый поход, пишет Л.Н.,
Говорили даже, что православные такие еретики, что от них самого Бога тошнит. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год, страница 24. Конец примечания. Это настолько основательное размежевание, что и в 90-х годах нашего века граница между православием и католичеством проходит резкой чертой от Белого до Черного моря, являясь рубежом между разными суперэтносами, разными цивилизациями. Еще в атласе Меркатора, 1595 год, восточная граница Европы – граница римско-католического мира. Итак, язык и религия являются признаками, но не самыми главными. Этнос отнюдь и не единая власть на данной территории, что отмечал еще и Широкогоров. Примечание. Широкогоров. Этнос. Шанхай. 1923 год. Страница 14. Конец примечания. Л.Н., доводя эту мысль до абсурда, спрашивал диссертанта на одной из защит: а как назывался этнос Австро-Венгрии? Австро-венгры? Примечание. Гумилев. Этносфера. История людей и история природы. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 25. Конец примечания. Иные авторы уходили в сторону от определения сложного понятия, говоря, что это не социальная организация, а состояние. Примечание. Артамонов. Опять так называемый герой и так называемая толпа. Природа. 1971 год, номер 2, страница 75. Конец примечания. Поправляя этот тезис, Л.Н. когда-то определял, что этнос – это процесс. Это тоже был уход от дефиниции, как и его же слова, что этнос – специфическая форма существования вида Homo sapiens. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год, страница 35. Конец примечания. Почему же так трудно давалось Л.Н. определение этноса? Так долг был путь к истине? Думается, ответ в том, что его раздражала однозначность, как бы утвержденная сверху. Определение этноса как чисто социального феномена. Позже он жаловался на это. Академик смело говорит, что это социальное явление. Я не могу с этим согласиться хотя бы потому, что он академик, и ему можно говорить все, что угодно, а мне сразу пришьют идеализм. Примечание. Гумилев. Никакой мистики. Юность, 1990 год, номер 2, страница 6. Конец примечания. Обратите внимание на слова «хотя бы потому». Л.Н. впадал в другую крайность. В 60-70-х годах одна за другой в его статьях рождались сугубо биологизированные, так сказать, формулировки, которые сразу же становились чем-то вроде боксерской груши для силовых упражнений оппонентов. В 1967 году он писал, что явления этногенеза лежат в сфере природы, и поэтому осмысление их возможно лишь путем применения той самой методики, которая дала такие блестящие результаты в физической географии, зоологии и учении о наследственности. Примечание. Гумилев о термине «этнос». Доклады отделений и комиссий ГО СССР, выпуск 3, Ленинград, 1967 год, страницы 14-15. Конец примечания. Я вижу биологичность этноса не в его анатомических и генетических чертах, а в поведенческих, в системе условных рефлексов, которые со времени Павлова рассматриваются как раздел биологии. Примечание. Гумилев. Этногенез. Природный процесс.
Природа, 1971 год, номер 2, страница 80. Конец примечания. Даже в автореферате второй докторской диссертации Л.Н. подставился, как сказать, и еще опаснее, так как в отличие от журнала «Природа», его обязательно читают и члены экспертного совета ВАК. Там Л.Н. еще раз провозгласил, что бесперспективно видеть в этносе социально-историческую категорию. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Автореферат докторской диссертации. Страница 3. Конец примечания. Если все так, то спрашивается, как же именовать науку, изучающую этносы и этногенез? Куда она относится? По Гумилеву, по-видимому, к естественным наукам. Одна ошибка влечет за собой другую. При этом сохраняется устойчиво, повторяется, дублируется, и даже в посмертных изданиях 90-х годов. Собственной рукой Льва Николаевича было написано «Этнология – наука естественная, основанная на наблюдениях и сопоставлении фактов». Там же говорится, что этнология – географическая наука, изучающая становление этносферы Земли как результат процессов этногенеза в историческую эпоху. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Москва. 1989 год. Страница 329. Конец примечания. Будучи географом, я мог бы порадоваться такому, так сказать, обогащению географии, но, увы, все это неверно. На такой, так сказать, поиск Л.Н. толкало жесткое деление наук на естественные и общественные, доминировавшие в 60-70-х годах. Никак ему было не уйти от этого «или-или», хотя он прекрасно знал известные слова Карла Маркса о том, что впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука. Примечание. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 42. Страница 124. Конец примечания. Знал и многократно цитировал. Некогда было Л.Н. следить за сдвигами в нашей философии. Не знал он, что академик Кедров уже говорил о так называемых промежуточных науках, куда, кстати, относил и географию. Наряду с естественными и общественными намечался уже и, так сказать, третий блок науки о взаимоотношениях природы и общества. Все же Л.Н. понимал ущербность крайних, так сказать, позиций и искал истину. Сознавая, что все отношения между людьми, в том числе и этнические, носят отпечаток того общества, где они живут, уже в 1975 году в ответе своему критику номер 1 Кузьмину как бы нехотя признавался: конечно, этнос не биологическая категория, хотя все люди, составляющие этнос, организмы. Примечание. Молодая гвардия, 1975 год, номер 12. Конец примечания. А в книге, написанной в 80-х годах, формулировал это точнее. Этносы – явление, лежащее на грани биосферы и социосферы и имеющее весьма специальное назначение в строении биосферы Земли. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год. Страница 24. Конец примечания. Здесь уже и этнология фигурирует в качестве пограничной области науки. Это был трудный путь от полуправды к правде. Трудный поиск истины. Путь к реальной оценке очень сложных явлений и процессов. В 80-х годах Л.Н. уже не отходит от этих, наконец-то, найденных позиций. В тысячелетии вокруг Каспия этносы фигурируют уже как биосоциальные коллективы. Примечание.
Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 27. Конец примечания. В беседе с журналистом советской Татарии, 1990 год, на вопрос, чем же является этнос, социальной или биологической величиной, Элен без колебаний отвечает: ни тем, ни другим. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. Экопрос. 1994 год. Страница 268. Конец примечания. Это, надо полагать, верно. Непредвзятые и серьезные философы понимали и ценили этот его путь к истине. Не замена учения о примате социального развития в истории, а дополнение его бесспорными данными естественных наук. Мысль, последовательно проходящая через всю работу, писали в своем отзыве на книгу Л.Н. Феномен этноса, не опубликованную доктора философских наук Бородай и Гулыга в январе 1978 года. Примечание. Из архива Гумилева. Конец примечания. Но обычно его критиковали люди другого уровня. Когда я собирал эти очень противоречивые высказывания Л.Н., то против многих ставил заметку «Гумилев против Гумилева». И это было тоже верно. Поздний, многое понявший куда глубже Л.Н., против раннего, задиристого, уязвленного неравенством возможностей с академиком. В самой главной его книге развернутое определение этноса находим лишь на 96-й странице, и звучит оно так. Этнос – коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих коллективов. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. Вынести за скобки мы можем только одно – признание каждой особью. Мы такие-то, а все прочие – другие. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год. Страница 95. Конец примечания. Это выделение характерно для всех эпох и стран. Эллины и варвары, китайцы, люди срединного государства, и ху, варварская периферия, арабы-мусульмане и неверные, европейцы-католики и нечестивые, в том числе греки и русские, православные и нехристи, включая католиков, и так далее. Примечание. Гумилев. Этносфера. История людей и история природы. Москва, 1993 год, страница 99. Конец примечания. Контрастность этноцентризма никуда не ушла. Не исчезла и в наши дни, как бы странно ни выглядели сегодня предыдущие стереотипы. Не на бытовом, а, так сказать, на научном уровне. Сравнивая по итогам эмпирических исследований азиатов и граждан США, авторитет из Гарварда профессор Кольберг приходил в 60-е годы к странному выводу о низком моральном уровне азиатов. В 90-х годах японский психолог доктор Кобаяши ставит это утверждение под сомнение. Почему же тогда Япония гораздо лучше выглядит по уровню преступности, чем западные страны? Японский психолог считает, что все дело в том, что в Европе эгоизм отдельного человека перевешивал коллективное. В Японии социальные связи с другими людьми оценивались приоритетнее, чем личные. Примечание. Lette Hochschule Deutschland, 1998 год, том 1, страница 16. Конец примечания. У Хантингтона есть фраза, которую наверняка мог бы сказать и Гумилев. В бывшем Советском Союзе коммунисты могли стать демократами, богатые бедными и бедные богатыми.
Но русские не могут стать эстонцами, а армяне – азербайджанцами. Примечание. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. Полис. 1994 год. Номер 1. Конец примечания. Конечно, все не так просто. Это признавали и Л.Н., и его оппоненты. Этническая принадлежность не ярлык, писал Л.Н., а релятивное понятие. Так карел из Калининской области в своей деревне называет себя карелом, а прибыв в Ленинград – русским. Для того, чтобы казанский татарин объявил себя русским, ему нужно попасть в Западную Европу или Китай. Там, на фоне совершенно иной культуры, он назовет себя русским, прибавив, что, собственно говоря, он татарин, а на Новой Гвинее он же назовет себя европейцем. Примечание. Гумилев. О термине «этнос». Доклады ГО СССР. Ленинград, 1967 год. Выпуски 3, 4. Конец примечания. Но то же самое писал и Бромлей. Попав в Японию, белорус на фоне совершенно иной культуры назовет себя сначала русским, прибавив затем, что он, собственно говоря, белорус, а на Новой Гвинее он же назовет себя европейцем. Примечание. Бромлей. Этнос и география. Москва. Наука. 1973 год. Страница 99. Конец примечания. Совпадение, как мы видим, дословное. Но такие совпадения его огорчали. Оба ученых писали и о стереотипах поведения. Л.Н. понимал под этим навыки быта, приемы мысли, восприятие предметов искусства, обращение со старшими. Примечание. Гумилев. Этногенез и этносфера. Природа. 1970 год. Номер 1. Страница 11. Конец примечания. Любимый его пример на лекциях – трамвай, куда заходит пьяный. Оказывается, все, даже люди одной расы, русский, немец, татарин, кавказец, отреагируют по-разному. Русский скажет: «Кирюха, ведь тебя сейчас заметут, смывайся». Ему жалко человека. А немец остановит трамвай тормозным краном и вызовет милиционера. Кавказец, услышав непристойное выражение, развернется и даст в зубы. Татарин посмотрит с отвращением, промолчит и отойдет. Любил Л.Н. рассказывать о разговоре Тура Хейердала с людоедом. Путешественник удивлялся каннибализму, а абориген – тому, что в Европе убитых на войне хоронят, а не едят. Сюда же относит Л.Н. и разное восприятие времени. Он видел чукчей, которые не могли ответить на вопрос, сколько им лет, так как считали такой счет вообще бессмысленным. Из работы над степной трилогией он хорошо знал самооценку Китая. Мы – Срединная империя, мы – посредине Поднебесной, а все остальное – периферия. Весь отсчет событий в мире следует вести по нашим правилам, по смене наших династий. Эти так называемые самооценки, такое осознание себя в мире не ушли в прошлое. Так называемые карты ментальности, составленные недавно школьниками Канберры в ответ на вопрос о географии современного мира, отличаются тем, что Австралия для них всегда в центре, а, так сказать, остальной мир на периферии, вокруг нее. Есть и мелочи, например, детали одежды, которые воспринимаются по-разному разными этносами. Воздавая должное заслугам одного государственного деятеля VII века до нашей эры, Конфуций писал: «Если бы не он, все мы стали бы носить халаты с полой налево, то есть переняли бы обычаи кочевников, вторгавшихся тогда в Китай». Примечание. Знание – сила. 1985 год, номер 3, страница 34. Конец примечания.
Для современников Конфуция в Европе, древних греков, это было вообще не важно. Можно и так, и так. В 1985 году, когда немного утихли споры вокруг этногенеза и осела так называемая пыль, появилась статья за подписью Константина Иванова, в которой сравнивались основные позиции учителя и Брамлея. Примечание. Иванов. Взгляды на этнографию. Или есть ли в советской науке два учения об этносе? Известие ВГО. 1985 год. Выпуск 3. Конец примечания. Кроме отмеченного выше так называемого совпадения, одинаковыми оказались подходы еще к нескольким вопросам. Иерархичность этнических систем, генезис этнических таксонов, особая роль географической среды в этногенезе. Примечание. Конечно, здесь вклад Л.Н. и Брамлея просто несоизмерим. Серия гумилевских статей «Этнос и ландшафт» в известиях ВГО дала принципиально новое и вошедшее в науку понятие «вмещающий ландшафт», «кормящий ландшафт». Сам автор гордо именовал эту серию статей «сюитой». Конец примечания. Почему статья пошла за одной подписью, я не мог вспомнить, но у меня в архиве остался ее черновик за двумя подписями Л.Н. и К. Иванова. Дело в том, что Л.Н., конечно, огорчали многие, так сказать, совпадения с академиком. Он жаловался, что имел много неприятностей и обид, но теория этногенеза была приписана академику Брамлею, цитировавшему положение автора без отсылающих сносок. Примечание. Гумилев. Этносфера. История людей и история природы. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 11. Конец примечания. За эту свою обиду Л.Н. очень хотел отомстить. Сделал он это своеобразно. В упомянутом черновике статьи говорилось: «Мы употребляем выражение «этнограф», когда речь идет о Брамлее, и «этнолог», когда подразумевается Л.Н. Гумилев». Страшная месть. Л.Н. умел не только разгадывать загадки истории, но и сам творить загадки. Зачем ему нужна была статья, где бы доказывалась чуть ли не идентичность взглядов с Бармалеем? Только для установления приоритетов? Но тогда это сделано учеником номер один, мягко выражаясь, нечетко. Так или иначе, за 20 лет работы над проблемой Л.Н. удалось выстроить изящную и во многом убедительную концепцию теории этногенеза. Остановимся поначалу на том, что кажется более или менее бесспорным. Может быть, каждая из идей, составных частей его теории, была и не совсем нова. Ритмика этноса встречалась, как мы уже видели, и у Широкогорова, и у американцев в 60-х годах. Но вместе, что называется в связке, они были сведены впервые. Этносы возникают, живут и пропадают в историческом времени, говорил Л.Н. и даже определял время цикла от рождения до гибели этноса в 1200-1500 лет. Доказательство истинности утверждения Л.Н. в том, что из народов, процветавших 5000 лет тому назад, не осталось ни одного. Следовательно, центральная проблема этногенеза – как и почему это происходит. Но об этом немного позже. Л.Н. вводит понятие субэтноса. Это не род или племя, а гораздо более стойкие и длительно существующие группировки, элементы структуры этноса. В истории было так, что мелкие этносы входили в состав крупных, иногда растворяясь в них целиком, иногда сохранив память о своем прошлом. Пример первого – провансальцы, ставшие французами, второго – шотландцы и уэльсцы в Англии или бретонцы во Франции. В России субэтносом Л.Н. считал старообрядцев, которые сначала были объединены общностью судьбы,
консорция по ЛН, затем общностью быта, конвиксия, по нему же. В XX веке последняя перестала существовать, осталась лишь инерция. Сами этносы по ЛН объединялись в своего рода галактики, суперэтносы, как, например, христианский мир романо-германской Европы в XVI веке, где стереотипы поведения разнились мало. Группа этносов могла образовать систему, именуемую культурой. Таковы романо-германская, мусульманская, византийская культуры. Суперэтнос – крупнейшая после всего человечества единица, возникшая одновременно в одном регионе и проявляющая себя в истории как мозаичная целостность, причем эта мозаичность придает суперэтносу пластичность, добавляет выживаемости. Вместо так называемого суперэтноса Трубецкой образно говорил о многонародной личности России-Евразии. Примечание. Трубецкой. История, культура, язык. Москва. Прогресс. 1995 год. Страница 34. Конец примечания. Мозаичной целостностью является и суперэтнос современного Китая. Элен подчеркивал, что таксономически название Китай соответствует таким понятиям, как Европа или Левант, а не таким, как Франция или Болгария. У Хантингтона конфуцианская цивилизация по значимости равна всей западной, то есть западноевропейской, американской. Кроме того, Элен вводит понятие комплементарность, которая может быть положительной или отрицательной. Добросовестные историки, писал он, как дореволюционные, Карамзин, Соловьев, Платонов, так и советские, Насонов, отмечают отсутствие национальной вражды монголов с русскими. Действительно, мусульманские султаны сарая, узбек и джанибек всеми способами выжимали серебро, необходимое для оплаты армии. Но они же защищали кормилицу Рось от натиска литовцев. Примечание. Гумилев, Панченко, чтобы свеча не погасла. Диалог. Ленинград, 1990 год, страница 19. Конец примечания. И наоборот, как многократно показано в «Степной трилогии», сугубо отрицательной была комплементарность Китай-кочевники. Крайний вариант здесь – формирование химер, которые Элен определял как сосуществование двух и более этносов в одной экологической нише. Обычно химеры являются последствием миграции и, как правило, неустойчивы. Примечание. Гумилев. Письмо в редакцию «Вопросов философии». «Вопросы философии», 1989 год, номер 5, страница 157. Конец примечания. Такой химерой он считал Хазарию. На месте этнической Ксении появилась страшная суперэтническая химера. Примечание. Ксения, буквально гостья, вариант симбиоза, группа иноземцев, живущая замкнуто. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Москва, 1989 год, страница 63. Конец примечания. За это ему приклеили ярлык антисемита. Мы не будем останавливаться на том, была ли химерой Хазария. Дело это слишком тонкое и специальное. Отметим лишь, что этому посвящено около 200 страниц книги «Древняя Русь и Великая Степь». Его критиковали, он отбивался. Химера не тезис, а научный термин, причем историко-географический, а не биологический. И если бы чуждые этносы в одном географическом районе слились половым путем, то химера бы превратилась в новый этнос. Примечание. Вопросы философии, 1989 год, номер 5, страница 158, конец примечания.
Я понимал и раньше, что не специалист не может быть арбитром в таких научных спорах, но убедился в этом на 200%, прочитав главу из «России распятой» Ильи Глазунова. Когда он пересказывает спор ленинградских историков о теории ЛН, одно дело. Там он за них не отвечает, хотя его «Россия» не роман. Куда хуже, когда он сам раздает оценки и эпитеты вроде историка-фантазера Гумилева и даже опровергает то его, то Артамонова с легкостью мысли необыкновенной. Примечание. Наш современник, 1996 год, номер 4, страницы 207-216. Конец примечания. Глазуновское «Открытие Хазарии» основывается на словаре Брагауза и Ефрона. Так сказать, вершиной России распятой, пожалуй, является заключение о кочевниках. Они ничего не создали, они могли только потреблять и разрушать. Глазунов апеллирует к отцу Иоанну, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, противопоставляя его книгу бредням ЛН. Невдомек ему, что они были единомышленниками. Воинствующее и злобное дилетантство стало одним из печальных следствий кажущегося приближения к власти так называемой творческой интеллигенции. Наименее умная часть ее приняла это всерьез, а самая мудрая заметила, что на смену дремучему невежеству пришли полузнания. Примечание. Моисеев. Сумерки России. Наш современник. 1994 год. Номер 3. Страница 117. Конец примечания. Придворный портретист показал, что он застрял где-то между этими позициями. Глава 12. 3. Пассионарность. За и против. Был ли пассионарен сам Л.Н.? Эпиграф. Если б мы с Китаем не граничили, не учились у Орды величию, если бы турецкие обычаи не перенимали никогда, а напротив, с вьюгой и медведями, англичанам были бы соседями. В римское вникали правоведение долгие-предолгие года. Все равно бы мы бежали к Разину, с Пугачевым вместе безобразили, и царя при первой же оказии грохнули в истории кювет. Вячеслав Казакевич. О том, какой взрыв критики произвело гумилевское определение «симбиоз» применительно к Древней Руси и Орде, мы уже писали. Но еще большее недоумение, а чаще проклятие и издевательство, вызвала пассионарность, открытие, которым больше всего гордился Л.Н. В одном из последних интервью он даже говорил, что евразийцы, с которыми он в основном согласен, главного в теории этногенеза, понятия пассионарности, не знали. Примечание. Гумилев. Меня называют евразийцем. Наш современник. 1991 год. Номер 1. Страница 132. Конец примечания. Это парадокс. Пассионарность – термин, который стремительно вошел в нашу жизнь. Самый широкий обиход, который интуитивно все понимают и принимают, а значит не оспаривают. В то же время отвергаются некоторыми видными специалистами. Так академик Брамлей писал: нельзя не отметить несостоятельность попытки Гумилева представить в качестве движущей силы этнической истории пассионарность. Понимая под ней стремление небольшого числа людей к активной целенаправленной деятельности, Л.Н. усматривает ее единственное основание в повышенной способности организма абсорбировать энергию внешней среды и выдавать ее в виде работы. Между тем совершенно очевидна неправомерность отождествления физической энергии людей с их активностью. Последнее же
определяется социальными факторами и специфическими особенностями их, людей, психики. Примечание. Брамлей. Очерки теории этноса. Москва. Наука. 1983 год. Страницы 213-214. Конец примечания. В свойственной ему глумливой манере Аполлон Кузьмин писал, что Л.Н. совершил множество удивительных открытий. Например, придумал понятие пассионарность, слово латинское, которое распространяется как на отдельные личности, так и на целые народы. Заразиться этой страстью, отмечал критик, народы могут лишь из космоса и биосферы, и не по своей воле. На одних небесная благодать снисходит, другие оказываются обделенными. Примечание. Кузьмин. Священные камни памяти. Молодая гвардия, 1981 год, номер 1, страница 256. Конец примечания. Парадокс очень обидный для Л.Н., поскольку он работал над идеей пассионарности чуть ли не 60 лет. Это слово, пишет он, вместе с его внутренним смыслом и многообещающим содержанием в марте 1939 года проникло в мозг ученого как удар молнии. Откуда оно взялось, неизвестно. Но для чего оно, как им пользоваться и что оно может дать для исторических работ, было вполне понятно. Примечание. Гумилев. Этносфера. История людей и история природы. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 31. Конец примечания. Оно-то и стало тем самым фактором X, который определял фазы этногенеза: толчок, подъем, перегрев, упадок, затухание. Что же такое пассионарность? Отвечая на этот вопрос, Л.Н. писал: формирование нового этноса всегда связано с наличием у некоторых индивидов необоримого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни. Примечание. Гумилев. Этногенез и этносфера. Природа. 1970 год, номер 2, страницы 46-47. Конец примечания. Сочинил все это Л.Н.? Но ведь не историки, а сама история дала определение «люди длинной воли». Вернадский задолго до Л.Н. писал, что в конце XII века среди монгольских племен Восточной Евразии, как это неоднократно происходило в прежние века, вновь произошло страшное сосредоточение и напряжение народной энергии. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Прага, 1927 год, страница 71. Конец примечания. Если классик евразийства знал, то отец Л.Н. чувствовал. Вы все паладины зеленого храма, над пасмурным морем следившие Румб, Гонзальго и Кук, Лаперус и Дегама, мечтатель и царь, генуэзец Колумб. Наличие пассионариев улавливали и другие. Можно привести высказывание Гегеля о интересе страсти, когда индивидуальность целиком отдается предмету, и ничто великое в мире не совершается без страсти. Примечание. Гегель. Сочинение. Том 8. Москва, 1935 год. Страница 23. Конец примечания. Еще ближе к нам, ближе к самому Л.Н., Арнольд Тойнби, утверждавший, что в период роста цивилизации творческое меньшинство, то есть пассионарии по Л.Н.,
все более берет контроль над своим окружением, а потом следуют времена неспокойствия. Примечание. Huntington Kampf der Kulturen. Мюнхен, Виен. 1997 год, страница 55. Конец примечания. Пассионарии – это конквистадоры, устремившиеся вслед за Колумбом, за океаны, погибавшие там. Пассионарии – это Жанна д'Арк, Кутузов и Суворов. А субпассионарии, у которых перевешивает импульс инстинкта, это почти все чеховские персонажи. У них как будто все хорошо, а чего-то все-таки не хватает. Порядочный, образованный человек, учитель, но в футляре. Хороший врач много работает, но Ионыч. Примечание. Гумилев. География этноса в исторический период. Ленинград. Наука. 1990 год. Страницы 36-41. Конец примечания. Разумными обывателями называл Л.Н. тех на Руси, кто призывал подчиниться Мамаю и замириться с папой. Им противостояла группа патриотов, чьим идеологом был Сергий Радонежский. Примечание. Гумилев, Панченко, «Чтобы свеча не погасла». Ленинград, 1990 год, страница 20. Конец примечания. Как рассуждал Л.Н., пассионариями движут некорыстные чувства. Поручик артиллерии Наполеон Бонапарт, пишет он, в молодости был беден и мечтал сделать карьеру. Это банально и потому понятно. Однако уже итальянская компания делает Бонапарта богачом, так что остальную жизнь он мог бы прожить не трудясь. Но что-то потянуло его в Египет, а потом толкнуло на смертельный риск 18-го Брюмера. Что? Властолюбие и ничто иное. А когда он стал императором, разве он успокоился? Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год, страница 263. Конец примечания. Таков же был и Александр Македонский. Что он совершил бы великого и прекрасного, если бы сидел в Македонии? Пассионарии не приносят своих близких в жертву страстям, а жертвуют собой ради их спасения или ради идеи, как, например, Ян Гус. Но это не обязательно схема «герой-толпа». Согласно Гумилеву, можно быть рядовым членом общества и весьма пассионарным. Например, Иван Сусанин. Примечание. Гумилев. Мы живем в большой коммунальной квартире. Неделя, 1991 год, номер 6. Конец примечания. Нехотя, но Л.Н. признавал и Сталина пассионарием. У того же Сталина в дефиците была совесть, любовь к окружающим. Он типичное сочетание пассионарности с негативным, жизнеотрицающим выбором. Примечание. Гумилев. Мы живем в большой коммунальной квартире. Неделя, 1991 год, номер 6. Конец примечания. Можно подумать, что пассионарность всегда некий генератор прогресса, но это не так. Как оговаривался сам автор, она не генератор, а скорее катализатор. Она так ускоряет этнические процессы, писал Л.Н., что многие этносы сгорают от собственных деяний, не дожив до спасительного гомеостаза. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991 год, страница 142. Конец примечания. Думаю, что, работая над концепцией пассионарности, Л.Н. имел перед глазами образ отца, бесспорного, абсолютно безусловного пассионария. Пассионария во всем. В стремлении быть лидером в поэзии Серебряного века, в
в повседневной, так сказать, заводной жизни, в любовных увлечениях, в экспедициях в Африку. Ярче всего это проявилось в дни войны, когда он, непрофессиональный военный, был примером, как нужно не бояться и делать, что надо. Таким он оставался до конца своих дней. Георгий Иванов вспоминал об открытке, полученной от Николая Степановича Гумилева за 2 дня до смерти. «Не беспокойтесь обо мне, я чувствую себя хорошо, играю в шахматы и пишу стихи. Пришлите табаку и одеяло». Примечание. Иванов. Мемуары и рассказы. Париж, Нью-Йорк. 1992 год, страница 42. Долева-Добровольский. Образ отца Николая Степановича Гумилева в трудах его сына Льва Николаевича Гумилева в сборнике «Гумилевы и Бежецкий край». Бежецк, 1996 год, страница 35-37. Конец примечания. Сам Николай Гумилев говорил: «Мне всегда было легче думать о себе как о путешественнике или воине, чем как о поэте». Примечание. Из письма Федору Сологубу с фронта 6 июля 1915 года. Гумилев. Неизданное. Париж. Имка Пресс. 1980 год. Страница 127. Конец примечания. Просматривая сохранившиеся его письма с фронта, поражаешься спокойствию и умению замечать то, что, казалось бы, трудно заметить, когда смерть рядом. В ноябре 1916 года он пишет Ларисе Рейснер: «Здесь тихо и хорошо. По-осеннему пустые поля, и кое-где уже покраснели от мороза прутья. Знаете ли вы эти красивые зимние прутья? Для меня они олицетворение всего самого сокровенного в природе». Примечание. Из письма Сологубу с фронта 6 июля 1915 года. Гумилев. Неизданное. Париж. Имка Пресс. 1980 год. Страница 132. Конец примечания. Как справедливо писал литературовед Айхенвальд, Гумилев – поэт подвига, художник храбрости, певец бесстрашия. Примечание. Айхенвальд. Поэты и поэтессы. Москва, 1922 год. Страница 37. Удивительно, что это было напечатано в 1922 году в Москве. Конец примечания. Далее Л.Н. излагает, на мой взгляд, весьма спорные мысли по поводу динамики, фаз, пассионарности. По его мнению, так называемый пусковой момент этногенеза – это внезапное появление в популяции некоторого числа пассионариев и субпассионариев. Фаза подъема сопровождается быстрым увеличением числа пассионарных особей в результате либо размножения, либо инкорпорации. Акматическая фаза характеризуется максимальным числом пассионариев. Фаза надлома – это резкое уменьшение их числа и вытеснение их субпассионариями. Инициационная фаза – медленное уменьшение числа пассионарных особей. Фаза обскурации – почти полная замена пассионариев субпассионариями, которые в силу особенностей своего склада либо губят этнос целиком, либо не успевают погубить его до вторжения иноплеменников извне. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград. 1990 год. Страницы 288-289. Конец примечания. Эта конструкция подвергалась не только сомнениям, но и жестокой критике у нас. Может быть потому, что никаких аналогов этой схеме ни у кого из западных не находили. Между тем, интересные мысли
приходят совсем независимо от этноса, к которому принадлежит автор. Вот что открылось для меня случайно, хотя я долго искал нечто подобное. В 1961 году американская исследовательница Кэрол Квигли в статье «Эволюция цивилизаций» выделила 7 стадий их развития: смешение этносов, культур, созревание, экспансия, эпоха конфликтов, мировая империя, упадок, интервенция чуждых сил, иноплеменников по ЛН. Примечание. Цитируется по Хантингтон, Kampf der Kulturen, Мюнхен, Вена, 1997 год, страница 55. Конец примечания. Конечно, я и раньше знал, что какие-то аналогии есть, что все это у ЛН не на пустом месте родилось. Знал, что теория пассионарности как-то связана с учением о циркуляции элит итальянского социолога Вильфреда Парето. Примечание. Дугин. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Москва, 1997 год, страница 157. Конец примечания. Но, как близки взгляды американки и ЛН, чем не гумилевские подъем, вершина, упадок, согласно его схеме, названной «кривая этногенеза». Примечание. Той самой схеме, которая была его гордостью и которая сейчас висит у него дома, справа от письменного стола. Конец примечания. По абсциссе отложено время 1200-1500 лет, а на оси координат та самая загадочная движущая сила этногенеза – пассионарность. Вроде бы все довольно просто. Но для этой простоты ЛН пришлось обобщить 40 индивидуальных кривых этногенеза, построенных для разных этносов. Как отмечал сам ЛН, эта кривая хорошо известна математикам. Она описывает и процесс сгорания костра, и взрыв порохового склада, и увядание листа. Рассмотрим сейчас другой вопрос. Где и когда на Земле возникают очаги пассионарности? Глядя на глобус, рассказывал ЛН, я вижу, как космос сечет своей плетью нашу планету. Другое дело – содержательная сторона этой экзекуции в географических координатах. Тут предстоят еще многие раздумья и поиски. Действительно, на карте видны эти шрамы, полосы на теле Земли, но по их рисунку нельзя сразу установить какой-либо закономерности. Нельзя этого сделать и по времени, так сказать, рождения. Примечание. Учение Гумилева. Опыт осмысления. Материалы научных чтений. Москва, 1998 год. Страница 10. Конец примечания. И все-таки каждая из этих линий пассионарных толчков есть отражение истории человечества, какого-то ее этапа. Первый. Пассионарный толчок. 18 век до нашей эры. Египтяне. Верхний Египет. Столица в Фивах. 1580 год до нашей эры. Смена религий. Культ Осириса. Прекращение строительства пирамид. Агрессия в Нубию и Азию. Гиксосы. Иордания, Северная Аравия. Хетты. Восточная Анатолия. Второй. Пассионарный толчок XI века до нашей эры. Джоусцы. Северный Китай, Шэньси. Завоевание княжеством Джоу древней империи Шэнь-Инь. Появление культа неба.
расширение ареала до моря на востоке, реки Янцзы на юге, пустыни на севере, скифы, Центральная Азия, кушиты, большая излучина Нила и так далее. Третий пассионарный толчок VII века до нашей эры. Римляне, Центральная Италия, расселение на Среднюю Италию, завоевание ее, образование республики 510 год до нашей эры, сомниты, Италия, этруски, северо-западная Италия, галлы, Южная Франция, эллины, Средняя Греция, колонизация эллинами, Средиземноморье и так далее. Пропустим несколько толчков. Остановимся на 8. Это монголы XI века нашей эры. Появление людей длинной воли, объединение племен в народ войска, создание законодательства ясы и письменности, расширение улуса от Желтого до Черного моря, Джурджени, Маньчжурия, образование империи Цинь полукитайского типа, агрессия на юг, завоевание Северного Китая. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991 год. Страницы 14-17. Конец примечания. Л.Н., говоря о подобных шрамах на карте, пишет: выделенные узкие полосы шириной около 300 километров, тянущиеся то в меридиональном, то в широтном направлении, примерно на 0,5 окружности планеты, похожи на геодезические линии. Возникают толчки редко, 2 или 3 за 1000 лет, и почти никогда не проходят по одному и тому же месту. Один и тот же толчок может создать несколько очагов повышенной пассионарности и, как следствие, несколько суперэтносов. Так, толчок 6 задел Аравию, долину Инда, Южный Тибет, Северный Китай и Среднюю Японию. И во всех этих странах возникли этносы-ровесники, причем каждый из них имел оригинальные стереотипы и культуры. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 18. Конец примечания. Нет сомнений. Л.Н. блестяще знал историю и понимал ее географически шире многих, так как само поле его исследований простиралось от запада Европы до Желтого моря. Можно, конечно, дискутировать о доказательности построения какой-то из кривых на карте, но это был бы спор по деталям. Л.Н. признавался, что до 1965-1966 годов не публиковал концепцию, так как не знал, какая энергия здесь имеет место. Примечание. Гумилев. Никакой мистики. Интервью. Юность. 1990 год. Номер 2. Страница 4. Конец примечания. Да, и позже честно писал, что любая комбинация факторов не дает возможности построить гипотезу, то есть непротиворечивое объяснение всех известных в данное время факторов этногенеза. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград. 1990 год. Страница 258. Конец примечания. Не дает. А очень хотелось, чтобы дала. И он метался в череде противоречивых определений этногенеза и этнологии. Метался в поисках контактов с естественниками. В череде его контактов встречались очень разные, но всегда яркие люди. Один из них Тимофеев Рисовский, Зубр в известной повести Даниила Гранина. Вдова Л.Н. Наталья Викторовна вспоминает. Лето 1967-го
1967-1968 годов. Каждую субботу и воскресенье Лев уезжал в Обнинск, в Институт радиации, где работал с Тимофеевым-Рисовским и его учеником Глотовым. Льву было очень важно мнение генетика-биолога, знаменитого своими открытиями в области популяционной и эволюционной биологии. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год, страница 615. Конец примечания. Но уже в 1968 году в коротком, для себя, дневнике Л.Н. записал: Тимофеев-Рисовский фордыбачит. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год, страница 616. Конец примечания. Сотрудничеству пришел конец. Зубр оскорбил Л.Н., и хотя позже письменно извинился, сотрудничество закончилось. Можно объяснить это характером обнинского партнера. Да и Л.Н. был не сахар, но думается, что дело глубже, и не столько в научных расхождениях. Слишком разными были судьбы у них. Когда Л.Н. сидел в Омлаге или был зенитчиком у Зиеловских высот, Зубр спокойненько работал в закрытой лаборатории в Бухе под Берлином. В апреле 1945-го они были рядом географически и бесконечно далеки друг от друга в других измерениях. Другим биологом, с которым пытался сотрудничать Л.Н., был профессор ЛГУ Лобашов, борец с лысенковщиной, автор одного из первых в стране вузовских учебников по генетике. Увы, Лобашов умер, когда сотрудничество лишь начиналось. На геофаке ЛГУ Гумилеву был особенно симпатичен профессор Ермолаев, ученик знаменитого Ферсмана, известный полярник, позже, уже в 70-х годах, организатор первой в стране кафедры географии Мирового океана в Калининградском университете. В его очень нестандартной книге «Введение в физическую географию», вышедшей в 1975 году в университетском издательстве и скромно обозначенной как учебное пособие для студентов, много внимания было уделено миру, окружающему Землю. То есть, довольно необычному в ту пору космическому аспекту географии Земли. Он один из первых признал мою концепцию, рассказывал Л.Н., дал мощное подтверждение. Оказывается, ночью космические излучения, или видимые, или ультрафиолетовые, пробивают ионосферу, проходят до поверхности Земли и воздействуют на мелкие организмы. Вирусы их очень чутко воспринимают и мутируют под их влиянием. Примечание. Гумилев. Никакой мистики. Юность, номер 2, страница 5. Конец примечания. Они маленькие, и им это ничего не стоит, пояснял от себя Л.Н. Все же фигурой номер 1 среди естественников для него был творец учения о ноосфере Владимир Иванович Вернадский. Примечательно, что даже о любимых евразийцах Л.Н. сказал, что им очень не хватало естествознания. Так Вернадскому, как историку, по мнению Л.Н., не хватало идей своего великого отца. Примечание. Гумилев. Меня называют евразийцем. Наш современник, 1991 год, номер 1, страница 132. Конец примечания. Но нестандартен был наш герой. Не хотел признавать даже и у Вернадского того, что славословили другие. Поэтому с удовольствием цитировал другого, сомневающегося, известного географа Юрия Константиновича Ефремова. Так ли уж разумна сфера разума? Следуя этой мысли, сам Л.Н. спрашивал, а что дала нам ноосфера, если она действительно существует? Примечание. Гумилев.
Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год. Страницы 326-327. Конец примечания. У Вернадского были весьма примечательные с точки зрения ЛН наблюдения. Так он писал как будто бы о пассионарности. Взрывы научного творчества, повторяющиеся через столетия, указывают на то, что повторяются периоды, когда скопляются в одном или нескольких поколениях, в одной или многих странах богато одаренные личности, те, умы которых создают силу, меняющую биосферу. Их нарождение есть реальный факт, теснейшим образом связанный со структурой человека, выраженной в аспекте природного явления. Примечание. Вернадский. Избранные труды по истории науки. Москва, 1981 год, страница 233. Конец примечания. Поразительное совпадение мыслей. У Вернадского Л.Н. взял то, что ему было нужно, то, что могло объяснить эти толчки, эти кривые. Именно такой ход этногенеза. Теперь перейдем к самой важной теме. Откуда же взялся первоначальный толчок? Л.Н. обратился к наследию классиков естествознания. Великий ученый XX века Вернадский, писал Гумилев, читая в 1908 году заметку во французской газете о перелете саранчи из Африки в Аравию, обратил внимание на то, что масса скопища насекомых была больше, чем запасы всех месторождений меди, цинка и олова на всей Земле. Он был гений и потому задумался о том, какова энергия, которая подняла этих насекомых и бросила их из цветущих долин Эфиопии в Аравийскую пустыню на верную смерть. Примечание. Гумилев. Этносфера. История людей и история природы. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 26. Конец примечания. Л.Н. опускает дальнейший ход рассуждений автора и переходит к выводу. Биогеохимическая энергия живого вещества биосферы совсем не мистическая, а обыкновенная, аналогичная электромагнитной, тепловой, гравитационной и механической. Большей частью она находится в гомеостазе, неустойчивом равновесии, но иногда наблюдаются флуктуации, резкие подъемы и спады. Тогда саранча летит навстречу гибели, муравьи ползут, уничтожая все на своем пути, и тоже гибнут. Крысы из глубин Азии достигают берегов Атлантического океана. Примечание. Гумилев. Этносфера. История людей и история природы. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 26. Конец примечания. Понятно, что это еще не объяснение, а скорее уход в сторону, замена анализа причины ярким и, так сказать, доходчивым примером. Из трех гипотез энергетического импульса Л.Н. отбрасывал две – солярную и подземную, радиораспад, и оставил одну – космическое облучение. Примечание. В одной черновой записке Л.Н. излагались аргументы против двух первых гипотез. Если бы солнечная активность была основной причиной, не было бы тех длинных полос, шрамов. Если бы распад, то непонятно, как живут люди у месторождений урановой руды. Увы, все не так просто. Конец примечания. Лишь очень легковесные критики Гумилева, особо из гуманитариев, могли упрекать его в фантазиях насчет пассионарности и так называемых толчков из космоса. Упрекать надо было предшественников евразийцев. Ведь Вернадский в главе «Ритмы истории» писал,
что ритмическая периодичность в истории человечества зависит от действия космических, биологических, психических, географических, политических, экономических и социальных сил. Примечание. Вернадский. Московское царство. Том 2. Москва. 1997 год. Страница 255. Конец примечания. Обратите внимание, космические силы стоят на первом месте. В этой связи весьма интересны мнения, высказанные в дискуссии, развернувшейся среди ученых на гумилевских чтениях в Москве в 1998 году. Там обсуждались и другие механизмы пассионарных так называемых толчков в зонах разломов, рифтов, краев континентов, которые схода были отброшены ЛН. Примечание. Учение Гумилева. Опыт осмысления. Москва, 1998 год, страница 36. Конец примечания. В одном из выступлений указывалось, что эндогенные источники находятся в непосредственной близости к биосфере, 87% на глубине до 60-150 километров. В другом докладе правдоподобной причиной так называемых толчков называлось резкое стремительное изменение климата. Примечание. Учение Гумилева. Опыт осмысления. Москва, 1998 год, страницы 50-52. Согласно взглядам Максимова, чистого, так сказать, естественника, из 9 пассионарных так называемых толчков Гумилева 5 более или менее совпадают с переломными моментами 1850-летнего ритма, а 2 – показатели отклонения в 150-250 лет. Вывод ученого состоит в следующем. Переломным моментом 1850-летнего ритма отвечают общециркуляционные перестройки, образование так называемых озоновых трещин и, как следствие, возникновение пассионарных зон. Примечание. Максимов. Ритмы на Земле и в космосе. СППГУ. 1995 год. Страница 292. Конец примечания. Максимов делает еще более широкий, пусть спорный, но, безусловно, интересный вывод. Этническая история человечества определяется совместным действием 3 причин. 1850-летним ритмом Шнитникова, волнами цивилизаций в плане Шпенглера и пассионарными толчками Гумилева. Примечание. Максимов. Ритмы на Земле и в космосе. СППГУ, 1995 год, страница 297. Конец примечания. Парадоксально, что естественники всерьез воспринимают выход ЛН в их науке, а гуманитарии спорят, не хотят воспринимать то, в чем они совсем не специалисты. Примечание. Ученые спорят до сих пор и будут спорить еще долго, но они сходятся в одном. Поэтически толчки гениально были объяснены отцом ЛН. Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой. В этом воля земли святая, непонятная ей самой. Конец примечания. Сам ЛН в серьезной книге, в статьях и интервью он менее скромен, довольно пессимистичен, но зато абсолютно честен относительно своих толчков. Он пишет, что гипотеза пока не может быть строго доказана, но зато не встречает фактов ей противоречащих. Примечание. Гумилев. Этносфера. История людей и история природы. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 311. Конец примечания. К более критической оценке склоняется Черемисская, опубликовавшая статью в журнале «Восток» в
1993 году. Там она, подводя итог своим рассуждениям, пишет: «Так что же, Гумилев действительно создал всеобъемлющую теорию, объясняющую законы исторического развития народов? Думается, что все-таки нет. Пассионарность и комплементарность – одна из попыток объяснить необъяснимое, не более убедительная, чем производительные силы и производственные отношения». Примечание. Черемисская. Лев Николаевич Гумилев и его научное наследие. Восток, 1993 год, номер 3, страница 180. Конец примечания. Академик Панченко оценивает вклад ЛН выше. Удалась ли Гумилеву та вожделенная, так сказать, мера, пишет он, о которой говорил Аристотель? На мой взгляд, удалась. Во всяком случае, в нынешнем историософском запасе нет идей, которые могли бы конкурировать с теорией этногенеза. Никто не отважится сказать, откуда берутся и куда деваются этносы, если угодно нации, народы, народности. Никто, кроме Гумилева. А ведь они берутся и деваются. Примечание. Панченко. Идеи Гумилева и Россия XX века. В книге «Гумилев. От Руси до России». Москва. Танаис. 1994 год. Страница 15. Конец примечания. Был ли сам автор теории этногенеза пассионарием? Элен считал, что этого точно определить нельзя. Где-то в 80-х годах наши психологи все-таки задались целью найти подробный критерий. Они составили гигантский вопросник, 128 вопросов. Получил его и ЛН, и честно ответил. Результат был неожиданным. Вывод по так называемым сырым данным, сделанный психологом Михаилом Коваленко, был таков. Отклонений от популяционных данных нет. Неужели же ЛН не был пассионарием? Думается, что-то неладно в методике опроса. Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорил о потребности познания. Для ЛН, возможно, именно эта потребность была ведущей пассионарной чертой, побудившей его работать в любых условиях, в самых нечеловеческих условиях пытаться творить. Человек, бывший вместе с ним в лагере, вспоминал, что все отбывали срок наказания день за днем, неделя за неделей, год за годом, а ЛН работал над пассионарной теорией все 7 лет, день в день нашей совместной жизни в лагере. Окружающая обстановка, решетки на окнах бараков, конвоиры с собаками, забор с колючей проволокой его не беспокоило. Все это относилось к мелочам жизни. Примечание. Бежецкая жизнь. 11 июня 1997 года. Конец примечания. Вспомним письмо из Омлага к матери, письма к Абросову. В них страдания почти везде на втором плане, а на первом – ожидание нужных книг, проверка идей, а итог – чемоданчик с рукописью в поезде Омск-Ленинград. ЛН пассионарий особого рода. Он заслужил право быть первопроходцем в науке труднейшей судьбой своей. ЛН писал, что Ньютон отдал свою жизнь, чтобы создать теорию, и не пролил ни капли семени. Однако в одном интервью он с горечью признался: «Я после себя оставлю книги. Мой визави, кроме книг и статей, оставит после себя дочек. Мы все что-то оставляем». Примечание. Гумилев. Никакой мистики. Юность, 1990 год. Номер 2, страница 5. Конец примечания. Да, механизм пассионарности и физические причины толчка были ЛН лишь обозначены. Но разве это так мало?